Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: чему суждено случиться в вашей жизни. Вы можете загадать как на всю жизнь, так и загадать свои временные рамки. Настраивайтесь на гадание, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, чему суждено случиться? Суждено вам награду получить. Именно награду либо за пережитое, либо награду за вашу доброту. Вот как, знаете, заслужили своими действиями, поступками. Вы заслужили себе большую награду. А у кого-то идет награда за прежние обиды, за прежнюю несправедливость, за прежнюю боль и страдания в жизни. Награда у вас большая, такая, что и двумя руками не удержишь. Но вам будет не тяжело. Наоборот, вам будет так радостно. Вот эту награду вы сами для себя оцените как очень честную и справедливую. Сказать, что вы будете довольны, это ничего не сказать. У вас прям сердце запоет, когда вы эту награду получите. Рисунок у нас вышел у основания отсыпки, а это говорит о том, что это скорое событие. Скорое у кого-то завтра, послезавтра, у кого-то месяц, через месяц, у кого-то в следующем году. Да? Вот прям очень яркое событие, запоминающееся. И это событие, оно прям сердце радостью наполнит. Вы получаете награду, и награда очень честная и справедливая. Будете очень и очень довольны. Еще вам суждено любовь повстречать, с любовью встретиться. Либо любовь войдет в вашу жизнь и полностью все в ней заполнит собой. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграет, что вы уже в паре, в браке, да, но с течением времени, может быть, какие-то проблемы, да, вот как немножко отдалили мужа с женой. Либо люди не смогли какой-то кризис пережить, да, может быть, на грани развода находятся, либо просто живут, сожительствуют, как соседи. Вот, любовь вернется в вашу жизнь, любовь вернется в вашу пару. Также, мои хорошие, кто сейчас один, либо одна, мужчина смотрит, женщина смотрит, вы еще встретите свою настоящую истинную любовь, самую большую и самую счастливую любовь в своей жизни. Эта любовь, ее ангелы хранят и берегут, ее небеса людям даруют. Вы знаете, да, что любовь — это тоже дар. Есть очень много людей, которые, к сожалению, не умеют любить, им это не дано. Не умеют любить как другого человека, даже не умеют любить сами себя. Вот так к себе относятся, знаете, с нелюбовью. Вам же будет любовь дарована. Либо любовь вернется в пару. Еще этим знаком могут указать на то, что отношения, которые закончились, да, они заново восстановятся и восстановятся по большой любви. То есть люди понимают, что да, все-таки погорячились, да, ошибку совершили, разошлись, нам надо быть вместе. Большая любовь, большое счастье, крепкая семья. Здесь не только люди любят друг друга, но они еще и самые близкие, родные, прям друзья мне тут, да, прям родные по духу, родные по крови прям становятся. Со временем в такой паре люди похожи друг на друга, похожи по характеру, по внешним признакам, по мыслям, по желаниям. Да, у вас все как будто бы в зеркальном отражении будет. А кто еще встретит свою любовь? Вы со временем похожи друг на друга станете. Счастливая пара, счастливые отношения мне идут. Еще, мои хорошие, вам в жизни суждено видеть падение ваших врагов. Падать будут, как сквозь землю будут проваливаться, на колени будут падать, плашмя будут падать.
не знаю, лицом вниз будут падать. Ваши враги, ваши недоброжелатели, люди, которые вас обижали, либо портили вам жизнь, люди, которые вам вредили. У кого-то это один человек, у кого-то это несколько человек, у кого-то прям целая толпа соберется врагов и недоброжелателей. Вы увидите, как они падают, при этом вы будете возвышаться. Вы увидите их страдания, вы увидите их, ну вот как потугу искупить свою вину, выпросить прощения, либо все в жизни изменить. Но, знаете, здесь уже высшие силы будут решать, да, кого они спасут, а кто так и останется в этом лежачем положении. Но вы это увидите, вы о каждом узнаете. О каждом, понимаете, о каждом из тех, кто вас обижал. Даже если вы уже взрослый, зрелый человек, а вас обижали там в раннем детстве, вы все равно увидите, как будут наказаны те, кто вас обижал. Ну, либо достоверно узнаете, что они наказаны. То есть прощения здесь нет никому. И никто не забудет то, что было с вами, то, что несправедливо творили с вами. Особенно здесь печальна судьба мужчины показана. Вот мужчина, который... Ой, ну мне вот идет, что он обманул и предал во всех смыслах этого слова. И вы понимаете, вы жертва были, жертва этого мужчины. То есть настолько вот коварный, настолько подлый, настолько вот прям как зверь поступил с вами. Вот его участь, она самая ужасная. Мне вообще показывают, что он как будто бы не живет, а существует. Знаете, вот такое состояние растения. Человек не может говорить, двигаться, да, вот, как-то так мне идет. Это, конечно, ужасно, но видно, человек заслужил. И вот, чтобы вы знали, да, вот мужчина прям особо тяжко ему будет. Тут и мужчины, и женщины показаны. Опять же, вы все разные, и у каждого свое. Также, мои хорошие, вам суждено трон обрести, в короне сидеть. Но у кого-то это отыграется как карьерные достижения, может быть и не только карьерные, да, может бизнес удачный. И также получить власть в свои руки. Власть, да, вы будете наделены определенной властью. Опять же, троны разные, короны разные. Кто-то, возможно, возглавит какое-то учреждение, какую-то организацию, может, просто общество людей, собрание людей возглавите. Кто-то станет патриархом своей семьи, своего рода, да, вот как-то так идет. Но вижу, что вы на троне, и вижу, что на голове у вас корона. Возможно, вы не ищете этого трона, престола не ищете, короны не ищете, но при этом корона найдет вас, вот поверьте, корона вас найдет. Дальше, мои хорошие, вот показано, что вы за что-то очень долго боролись. Вот как борьба у вас была, да, очень много сил потратили, нервы, слезы, усталость сейчас идет, и даже какое-то разочарование показано. То есть вы хотели чего-то добиться, вы боролись, вы вкладывались, вы очень сильно надеялись, а сейчас либо это все на паузу поставлено, либо вам кажется, что это невозможно, да? У вас опускаются руки, и вы такая, все, типа, невозможно, у меня не получится. Либо вам кто-то сказал, да, что вот даже не пытайся, да, ничего не будет. На самом деле, то, над чем вы работали, и то, чего вы хотели так сильно добиться, вы получите. Причем получите в лучшем виде. Там, знаете, как мне идет, что вам будут на блюдечке предлагать, да, на таком огромном блюде, вам придут и скажут: бери. Ты хотела, ты боролась, либо ты хотел, ты боролся, бери. Бери, теперь это твое. Бери и делай с этим, что ты хочешь. Для вас это будет большим сюрпризом от судьбы. А я вам так скажу, вы ведь боролись не просто так. Вы своей борьбой заложили фундамент этого мостика, да, который приведет вас к вашему желанию. Возможно, время не пришло, возможно, еще не те обстоятельства, да, вот что-то не готово, что-то не случилось, не поменялось, не произошло. Но вы будете иметь то, за что боролись, и от чего вам пришлось отказаться, либо вам отказали. У вас это будет, 100% будет. Четко показано. Это, кстати, ваше прям, чуть ли не главное достижение. Вот лично сам для себя, сама для себя. Вот я все-таки этого достигла. Я все-таки не зря столько положила
усилий, столько сил потратила и столько вложений, да, сделала, вы получите. Фундамент уже очень прочный, он готов. И вот дело за малым, да, вот время придет, и вы это получите. Даже ничего делать не надо, вам будут предлагать, вас будут упрашивать, ну возьми, да, ты же так хотел, либо хотела, теперь возьми. И вы скажете, да, хотела, да, возьму, почему бы и нет, вот как исполнится. Еще вам суждено какое-то зло на лопатки положить, именно зло. Может быть, имеется в виду темная сила, да, проявление темной силы. Может быть, у вас есть проявление темного начала. Ну, так иногда бывает. Люди сами о себе не ведают, но, тем не менее, как бы обладают, да. Может быть, именно сейчас вас борется добро и зло, но вы зло победите. Все-таки добро вам ближе, свет вам ближе, и зло может еще быть всякими там болезнями, комплексами, какими-то недостатками, которые вы в себе видите. Но вот зло положите на лопатки. А у кого-то отыграется, что это злой человек, либо человек, одержимый злом. Вы с этим человеком вот боретесь, сопротивляетесь, и вы этого человека все-таки на лопатки положите. Может быть, это самый главный, там, не знаю, соперник, соперница в вашей жизни. Неважно, это любовь, неважно, там, работа, бизнес. Прям на лопатки положите. На лопатки положить, это значит, все, человек уже полностью побежденный, там уже как бы без вариантов. Не встанет, не оправится. И также, мои хорошие, какой-то негатив. Негатив, который, например, там, жизнь вам портит. Портит и еще будет портить, да? Вы будете бороться с тем, чтобы этот негатив навсегда убрать из своей жизни, из своего дома, из своей судьбы. И у вас получится. Вы зло ложите на лопатки. Чем бы это ни было, кем бы это ни было, вы ложите на лопатки. То есть вы этого добьетесь. У вас есть еще запас прочности, мощности, еще силы есть. Вы еще не все попробовали, да, не все силы применили, не все способности свои проявили. Но зло будет положено на лопатки. Это прям очень крутая победа. Победа, которая на благо пойдет не только вам, но и вашим потомкам. То есть дети, внуки, правнуки, праправнуки, ну и так дальше. То есть вы это сделаете. Так, еще, мои хорошие, я вижу, что вы на драконе летаете. Ну, дракон — это либо какой-то очень крутой автомобиль, да, очень дорогой, либо драконам очень часто показывают успехи, достижения, особенно вот бизнес-карьера. Да, летать на драконе — это осуществить свою мечту, быть в топе и оторваться от своих, там, не знаю, конкурентов, допустим. Дракон — это, да, это всегда про успех. Но опять же, если это какой-то супер дорогой автомобиль, то, ну, обычный человек его не купит, да? Вот, то есть там и деньги нужны, и возможности нужны. Но вижу, что вы летаете. Но летаете как-то, вот знаете, как будто бы ездите на нем. Поэтому я сказала про автомобиль. Может быть, у вас мечта есть, да, купить какой-то там суперкар, либо какой-нибудь там бизнес-классом автомобиль. Вы ведь разные. А может быть, вы метите на какое-то место, да, вот хотите возглавить какую-то корпорацию, допустим, да, либо какое-то производство, предприятие. То есть вы понимаете, что вы можете, что у вас есть знания, что вы к этому готовы, но вот вас не замечают, да, либо вам палки в колеса ставят. А кто-то сейчас еле-еле концы с концами сводит, но у человека есть талант к зарабатыванию. Талант создавать бизнес, там, зарабатывать деньги. То есть, может быть, сейчас ваше положение плачевное, но в будущем вам суждено летать на драконе, то есть стать суперуспешным человеком. Вопреки тому, кто вы, где вы, там, знания, возможности, вопреки этому всему. Но с правой стороны, как бы, это не за красивые глаза, это не удача и не везение, это данность. Вы для этого рождены. Рождены для того, чтобы оседлать дракона. Да? Ну, либо иметь вот все, что нужно иметь. Еще вам суждено узнать правду. Правду, которая перевернет ваш мир, перевернет ваше сознание.
То есть буквально то, что вы принимали за правду, окажется неправдой, а то, что вы считали выдумкой, как раз-таки окажется правдой. А может быть, даже немножко по-другому проиграется, что вы даже не представляли, в какой плоскости находится правда, и вы были очень далеки от этой правды. Как будто бы вы очень много ошибались, либо верили в ложь, возможно, даже жили во лжи. Да? Вот вам суждено все узнать, досконально узнать, вот прям до последней точечки, до последней там запятой, да? Вот все узнать, всю правду узнать. Эта правда, она, конечно, ошарашит. Эта правда, она, конечно, заставит и задуматься, и долго будете еще в себя приходить, примеряя эту правду на себя, на свою жизнь. Но с другой стороны, ложь развеется, ложь рассеется, и в правде жить гораздо лучше, чем во лжи. Может быть, какая-то действительно большая ложь в вашей жизни произошла, и вы как бы в тени этой лжи живете. Может быть, кто-то вам всю жизнь лгал, а правда должна раскрыться, и это поможет вам все изменить, либо все на свои места расставить. Еще, мои хорошие, показывают, вот что вы жить где-то будете. Жить какое-то место необычное, очень красивое, как либо это что-то вот природа, да, красота природа, либо может быть место, которое считается вот таким прям шикарным местом, все хотят там жить, там как элитное место, элитный район, допустим. Вот. И уровень качества жилья тоже у вас какое-то прям жилье, как новое, технологичное, современное. Ну вот все как-то, знаете, с душой сделано. Четко, с душой функционирует, и вы прям удовольствие получаете от того, что вы живете в этом жилище. Это может быть и дом, и квартира. Но вот это как ваше. Вы там собственник, либо собственница. Вы в это сейчас не верите. Либо вам кажется, что это прям вообще невозможно. Да, может, там в другой жизни, но не в этой. Но на самом деле будет. В вашем доме будет собираться очень много гостей. Это могут быть и друзья, это могут быть и родственники. Вообще будете любить принимать гостей. Завидовать вам будут. Да вы и сами себе будете завидовать, потому что место просто неимоверное. Такое, знаете, вот прям энергия аж такая, знаете, сладкая. Воздух аж сладкий там в этом доме вашем. Опять же, местность какая-то очень красивая. Мне почему-то про красоту местности идет. Но это ваше будущее, да. С левой стороны то, чего совершенно не ждете, но это ваше будущее. Дальше, мои хорошие, вам суждено как наследство получить. Наследство. Сейчас вы об этом ни сном, ни духом. Наследство, кстати, очень богатое идет. Может быть, даже от какого-то богатенького, но очень дальнего родственника, о котором вы не знаете, либо не слышали, либо когда-то слышали и забыли. Вот как кто-то вам оставит. Человек о вас постоянно думает, либо вспоминает. Да, возможно, вы не общаетесь, либо вы крайне редко общаетесь. Может быть, у этого человека есть другие родственники, но вот выбор падает на вас. Вот не знаю почему, не могу вам сказать, но вот выбор пойдет на вас, вам наследство останется. Для вас это будет тоже очень большой неожиданностью. Вы прям до конца поверить в это не сможете. И еще здесь показано, что могут быть суды из-за этого наследства, да, потому что кто-то тоже будет претендовать, но там как бы человеку ничего не светит. Это так, знаете, нервы вам потратить на авось, да, авось повезет. Вот, но это ваше, там все документы будут на вас, и даже если вот кто-то в суд подаст, он проиграет. То есть наследство достанется именно вам. И еще вам суждено восстановить общение с какими-то людьми, с кем вы когда-то раньше были близки, либо очень плотно общались, но в процессе жизни, да, возможно, вы потерялись. Здесь два человека показывают. Два человека, с кем будет восстановлена связь, с кем будет восстановлено общение. Может быть, даже это какие-то ваши родственники, с которыми вы поссорились, поругались, но при этом они не перестали быть вашими родственниками. Может быть, друзья, да, может быть, там коллеги какие-то. Но вот вы с двумя людьми восстановите общение, восстановите связь. И мне еще так показывают, что эти люди, они буквально родные становятся. Что вы для них родной, родная, что они для вас родные люди. Вот как-то так мне идет. Общение будет восстановлено.
Еще вам суждено, как имя сделать мне идет. Тут на драконе, а там имя сделать. То есть очень многие люди будут знать ваше имя. Ну, имя, фамилию, допустим. Да? Если где-то о вас будут упоминать, то люди такие: а, точно, мы ее знаем, либо мы его знаем. Ваше имя будет звучать. Звучать, понимаете, как известное имя, популярное имя. У кого-то отыграется, что в определенных кругах, а у кого-то отыграется, что это как бы так, мировой бренд. Да? Ваше имя — это как ваш личный мировой бренд. Ну, это может быть связано и с славой, и популярностью, и с какими-то вашими действиями, с вашими разработками, с вашим талантом, может быть связано, с вашими способностями. То есть многие люди будут знать ваше имя, и ваше имя будет внушать, ну не внушать, скорее вызывать уважение, почет и любовь. Да, люди очень тепло будут о вас отзываться и друг другу про вас очень хорошее будут говорить. Вот имя ваше будет звучать. Звучать громко и красиво. Так показали. Так, еще вам суждено. Это даже не суждено, это как часть вашей судьбы. Каких-то людей спасти. Да вот я не могу понять, как вы их будете спасать, но благодаря вам эти люди, они как новую жизнь обретают. Может быть, вы в прямом смысле слова этих людей спасете. Кто-то, не знаю, тонуть будет, либо еще что-то, не дай бог, произойдет, а вы прям спасете. Ну, тоже как два человека мне идут, как две жизни спасете. Может быть, эти люди окажутся в какой-то очень плохой патовой ситуации, а вы вот прям помощь всестороннюю окажете этим людям. Но мне идет как спасение жизни, в прямом либо в переносном смысле. Вы это сделаете не за какие-то там блага, либо не для благодарности, там, не для красного словца. Вы это сделаете, потому что вы не сможете просто пройти мимо. Даже, знаете, как рискнуть собой сможете. Либо последнее отдать сможете, чтобы людей этих спасти. Те люди вам до конца своих дней будут обязаны. Один из этих людей прям, готов будет свою жизнь вам посвятить, а второй, будет чувствовать, что обязан. Но вот вы как-то не хотите принимать от них награду, но с другой стороны, благодаря вам эти люди, живут, да, либо жизнь свою могут поменять. Два человека тоже показано. Еще вот про деньги показывают, но тут как бы больше женщину показывают. Благодаря мужчине женщина деньги большие получит. Может быть, мужчина эти деньги ей заработает, да, и отдаст. Может быть, там еще какие-то другие варианты. Но вот большие деньги, много вот наличных или там на счет придет большая сумма. И это как-то вот с мужчиной связано. Может быть, мужчина ваш должник, и он вам очень много денег должен. А может быть, мужчина у вас что-то купит, да, много денег вам отдаст. Вот как-то так идет, что благодаря мужчине женщина много денег получает. Как-то одномоментно получаете. И еще вот суждено вам перед Богом, получается, вот как обряд какой-то, ритуал идет, да, люди друг другу клятвы дают. Скорее всего, это либо венчание, да, вот если в христианском эгрегоре, либо какой-то другой вот, да, обряд. Брак заключается между людьми, и вот они обеты, клятвы друг другу дают в красивых таких одеждах, нарядах, какой-то особой обстановке. Может быть, вы даже уже в браке, в паре, но вы, например, не венчаны, да, вы будете венчаться. Либо, может быть, даже это какое-то красиво оформленное заключение брака. Может, вы давно женаты, но вот не получалось, там денег не было, возможности не было там свадьбу сыграть. То есть вы еще свадьбу сыграете. У кого-то в прямом смысле слова, да, вот официальный брак, и брак еще заключенный перед лицом Бога идет. Что-то очень необычное, красивое, то, что сейчас кажется невозможным, нереальным, то, на что вы даже, может быть, в сегодняшнем дне не готовы пойти, но в будущем это у вас проиграется. Да, мужчина и женщина клятвы дают. Вон, видите, как кольцами обмениваются. Очень такой хороший знак. И еще вам суждено очень долгую жизнь прожить. Именно долгую жизнь. То есть вы долгожитель.
долгая жизнь, долгие годы вам как свыше обещаны. Даже если у вас есть какие-то заболевания, там хронические заболевания, еще что-то, поймите, у вас от природы заложен долгий жизненный путь, долгая жизнь. И эта жизнь, она не в одиночестве, не такая, знаете, вот человека в забвении. Это жизнь очень активного, счастливого человека. И вот с вами рядом еще один человек. Ну, у кого-то это отыграется как ваш спутник жизни, спутница жизни, у кого-то вот близкий, родной человек. Вот как не одна вы будете, не одна. Такой хороший знак. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.